Меньше недели остается до самого значимого события уходящего года – празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Праздничное мероприятие пройдет здесь, на стадионе Дьяково в Сунже. Уже 10 октября все эти трибуны в цвет российского триколора смогут принять около 3500 гостей. Организаторы обещают яркое и незабываемое шоу. Ну а пока здесь идут завершающие строительные работы. Обновления на стадионе видны прямо с порога. Рабочие занимаются преобразованием колонн входной группы. Столбы высотой около 6 метров отштукатурили и побелили. Здесь обновили практически все, начиная от покрытия футбольного поля и заканчивая трибунами. Работа кипит на всех фронтах. Была реконструкция всех сооружений на объекте. Сейчас у нас идет завершение металлоконструкции, навес над трибуной, и входная группа у нас, скажем так, с той стороны она у нас идет. Там делается декор входной группы колонн и всего ограждения. Около 50 рабочих занимаются на данном этапе реконструкцией стадиона. К завершению идет обновление волейбольной и баскетбольной площадок, теннисного корта и беговой дорожки. А для проведения праздничных и спортивных мероприятий в ночное время по углам установлены 4 прожектора. На мероприятии ожидается присутствие почетных гостей, поэтому для них подготовили VIP-ложа, где поместятся около 20 человек. Это для особых гостей у нас, откуда они смогут смотреть концерт и дальше на проводящие все игры, матчи футболов. Это у нас смотровая зона, это балкон. Изначально его здесь не было, это тоже мы полностью его сделали с нуля, скажем так. Ну а прямо под VIP-ложей расположено помещение для наших коллег-комментаторов. Отсюда они будут наблюдать за ходом футбольных матчей. Пока здесь царит рабочая атмосфера, но уже через несколько дней это помещение будет не узнать. Новый облик приобрел и административный блок стадиона. Там все уже готово, осталось только прибраться и все помыть. Здесь будет раздевалка для 2 футбольных команд. Вот одно, и с другой стороны другое. Соответственно, там с каждой стороны будут душевые по 3 места, скажем так. И кабинеты для гостей и для директоров клуба. Пока в административном здании подводят последние штрихи, в самом центре стадиона собирают 24-метровую сцену. Именно на ней и пройдут выступления артистов, а их ожидается немало. Причем будут не только наши певцы и певицы, но и звезды всероссийской эстрады. Ну а пока на земле будет проходить праздничный концерт, асы пилотажной группы «Стрижи» над Сунжей покажут мастерство в небе. В день проведения торжественных мероприятий с часу дня до 11 ночи движение автотранспорта будет перекрыто или ограничено по улице Калинина от улицы Стадионной до улицы Плиева, участок улицы Дзержинского от улицы Плиева до Хашагульгова, участок улицы Луначарского от улицы Плиева до Хашагульгова, участок улицы Хашагульгова от сельхозрынка до Калинина, участок улицы Колхозной от Калинина до Сейнароева. Муслим Ганиев, Магомед Дидигов, Новости 24.